Всем мое почтение. Предлагаю в данном раскладе посмотреть прогноз, онлайн-расклад для представителей знака Овен на май месяц 2020 года. Посмотрим, что нам скажут карты. О том, какие позиции будут, я вам буду раскладывать в ходе процесса. Потому что, так как я должна выложить этот расклад, у меня просто не хватит стола. Мы будем немножечко другим способом выкладывать его. То есть, способ здесь не важен, а важны те вопросы, которые мы зададим картам. Так, приступаем. Я буду трактовать все-таки по ходу, хорошо, чтобы потом, если что, мы могли бы убрать. Основная, скажем, энергетика первой недели мая, мы вот это представим так, будет касаться денежной сферы. То есть это то, что будет заботить овнов больше всего. Придется подстраиваться под обстоятельства. Сильно подстраиваться. Некоторым овнам придется искать дополнительный источник доходов. Было бы удивительно видеть другие карты в данной ситуации. Но на деньги и на остальные сферы жизни мы будем смотреть дальше. Это атмосфера первой недели. И основным ее вот таким вопросом будет касаться финансовой и денежной. Продолжаем, будем смотреть основные моменты второй недели. Энергетика. Ну, смотрите, все тоже деньги. Некоторым овнам придется переучиваться и подстраиваться, учиться чему-то новому. Искать какие-то, соответственно, новые знания. Все это следует из первой недели. Придется искать дополнительный заработок, поэтому могут понадобиться дополнительные знания. Некоторые из овнов могут проходить какие-то курсы, обучаться чему-то новому. Если это молодое поколение, оно будет занято своей прямой учебой. У некоторых овнов могут попросить помощи, а другие будут просить помощи и нуждаться в помощи сами. Всех овнов беспокоит денежный вопрос. Будем смотреть неделю третью. Денежная, неудивительно. Тут еще праздники. Как эти праздники праздновать? У нас народ... Есть деньги, нет, все равно как-то старается тоже праздновать. Майские, опять же, захочется же пойти на шашлычок или прочее. Где эти деньги брать? Так, смотрим третью неделю, ее энергетику и основные ее вопросы. То есть, да ты что, тут все на деньгах. Вот действительно, вот в третьей неделе уже будет немножечко тяжеловато, потому что денег будет становиться меньше. У кого-то начнутся проблемы на работе. Сокращение заработной платы. Пятерка пентаклей – это всегда какие-то затруднения финансовые в первую очередь, но в таком более глубоком смысле материальные затруднения. Тут осторожнее нужно со своими тратами. Если вы можете отложить какие-то свои покупки, лучше сейчас их не делать. Приберегите деньги. Я думаю, что вы и сами понимаете. Но овны иногда несутся, если им хочется, то все. Но сейчас нужно немножечко включить голову и поэкономить. Так, смотрим события четвертой недели и ее фон. На четвертой неделе все немножечко поменяется. Уже о деньгах беспокоиться долго не будем. Да? Будут появляться какие-то идеи. Немножечко нервозное состояние будет у некоторых. Очень много общения с друзьями, а некоторые овны в этом месяце будут еще пребывать в каких-то иллюзиях. Будем смотреть дальше. Примерно мы посмотрели. Я уберу немножечко эти карты.
в стороночку, да. Почему? Потому что дальше пойдут другие конкретные сферы жизни. И первое из них будет событие в семейной сфере. Два старших аркана. У овнов в семейной сфере все станет как-то неясно. Они начнут немножко посматривать и думать о том, что раньше было лучше, все было хорошо. Кто-то начнет вспоминать своих прежних партнеров. Может быть, там было бы лучше. Но знаете, как все одно на одно сваливается. Получается вот такая ерунда. Ну, вообще встряхнет, конечно. Некоторых заставит пошевелиться овнов. У некоторых могут начаться проблемы в отношениях в семье, и придется шевелиться уже на то, чтобы сохранить. Потрясет, встряхнет семью, семейный круг. Я не говорю только там про мужа и жену. Это будет какой-то вот такой, знаете, в генеральном плане семейных отношений. Начнутся открываться у кого-то какие-то тайны. Кто-то узнает что-то о своих партнерах, может быть, не очень приятное. Вещи, которые от вас скрывали ранее. То, что было под землей, выйдет наружу в любом случае. Я думаю, в каких-то кризисах всегда все начинает проясняться и вылазит то, что могло быть в благоприятных состояниях, условиях скрыто. Но тут повылазит все, вот все наружу повылазит. Два старших аркана, и я вам могу сказать, что это будет очень важная тема в мае месяце для овнов. Ну что, смотрим следующую сферу. И это будет у нас сфера эмоционального состояния, то есть общего эмоционального состояния овнов на май месяц, на общий май. Несмотря на все, что будет происходить в семье, овны будут себя чувствовать достаточно уверенно. Они будут больше общаться с людьми. Будут стараться избегать каких-то выяснений отношений и ссор. Кто-то захочет совсем поменять ситуацию и задумается о том, чтобы поменять свою жизнь кардинально. Эмоциональное состояние, если говорить об этом, вы знаете, оно будет переменчиво. То есть в какой-то момент вам будет казаться, что вы способны на все, а в другой момент просто захочется закрыть глаза на все, убежать, уехать, скрыться и вообще ничего не видеть. Вот такое эмоциональное состояние. Теперь мы посмотрим для тех, у кого нет семьи, а может быть просто отношения, посмотрим, как будут развиваться дела в этом направлении. Ну, вот в этой позиции хорошо видно, что некоторые будут очень сильно защищать свои отношения, будут думать о том, то есть это даже вытекает из эмоционального состояния овнов, что людям захочется избегать конфликтов. Овны вообще не очень любят конфликты. Они предпочитают просто что-то сказать и все. И вот так и есть, и больше ничего. Но конфликтов они будут избегать и, соответственно, будут стараться как-то удержать сохранить свои отношения. Вплоть до того, чтобы где-то быть даже мягкими. Никаких таких особых потрясений просто в паре, не в семейной, да, не будет. То есть не в генеральном. Просто конкретно два человека, если они еще не являются семьей, но состоят в отношениях. Потрясений не будет. Будет какой-то баланс, будет какая-то стабильность, которую захочется удержать. Давайте теперь будем смотреть, я опять же немножечко это убираю, потому что не хватает места. Будем смотреть для людей, которые ищут отношений. Овны, которые находятся в поиске отношений. Что приготовил им май? Многие овны попридержат коней для многих знакомств. Они скорее будут искать, предпочтут мечтать и думать о том, что было в прошлом, ностальгировать по поводу старых отношений, и то ли в силу каких-то обстоятельств внешних проще будет вернуться к
прежним отношениям некоторым овнам и поискать, что могло быть там не так. То есть у них будет такая возможность. Появятся люди из прошлого, и они будут не против попробовать заново. А вот к новым отношениям, боюсь, что овны будут не готовы в этом месяце. Придерживают они своих коней, не стараются они рваться куда-то вперед. Вот что касается новых знакомств и новых отношений. Знакомства новые, конечно, могут быть, но овны в них не будут верить просто. Не будут видеть в них никакой потенции. Может быть, будут думать о том, что это так сложно все начинать, или вот он не похож. Сравнивать будут вот так. Будут сравнивать с прошлым, поэтому шансов у тех, кто захочет с овнами познакомиться в мае месяце, невелики. Переходим к важному вопросу. Профессиональная сфера. Одному из важных. Все вопросы, конечно, важны. Профессиональная сфера для овнов в мае месяце 2020 года. А вы знаете, у овнов будут шансы. И здесь нужно обратить внимание на ваш характер. Чем мягче вы будете, тем больше у вас будет шансов. Вполне возможно, что эти ваши шансы будут зависеть от людей. То есть тут нужно очень хорошо показывать себя с профессиональной сферой. И где-то даже, может быть, не с профессиональной, а такой, знаете, таким хорошим сотрудником, приятелем, для того, чтобы получить то, что вы хотите. Шансы есть. Я не могу сказать, что вам там свалится мешок на голову, не уверена. Но на фоне других вы можете выиграть. Но зависит все от вашего характера. Если вы будете не воинственной, а более такой покладистой, попытаетесь просчитать, что нужно вашему руководству и как нужно себя вести для того, чтобы что-то с него поиметь. Но при этом быть настороже. Меч свой не забывайте. Дальше пошли в этом направлении события в финансовой сфере. Вам придется в финансовой сфере удерживать то в большей степени, что вы имеете. Вот что вы имеете, вам придется очень сильно сохранять. Вплоть до такого очень жесткого контроля над своими финансами, потому что это может нарушить хорошее течение дел. Если вы будете тратить деньги безумно и бездумно. Каждый раз, когда вы захотите потратить на что-то лишнее, вам нужно сказать себе «нет». Карты четко об этом говорят. Так что пояса придется подзатянуть. Но краха нет. Давайте еще теперь будем смотреть общую атмосферу месяца. Общую атмосферу всего месяца мая. Овны, как всегда. Овны, будут, конечно, у них страхи. И эти страхи будут, как обычно, могу сказать вам точно, меняться на то, что вы будете чувствовать себя абсолютной королевой. При этом вы будете бояться за все абсолютно. Больше всего за то, какое впечатление вы будете производить на своих друзей и знакомых. Но, еще раз повторюсь, даже с небольшим количеством денег вы будете чувствовать себя королевой, но это будет зависеть еще и от эмоциональной сферы. На то, что вам будут говорить и как вам будут петь дифирамбы. Но страхов будет много также. То есть то вы будете чувствовать себя вполне удовлетворенно, хорошо,
такой, знаете, самодостаточной женщиной, то вы будете очень сильно бояться и беспокоиться по поводу всего, по поводу финансов, по поводу отношений, по поводу того, что, возможно, где-то в прошлых отношениях все было гораздо лучше. Ну что, в общем-то, неплохо. Есть небольшие проблемы, на которые стоит обратить внимание в вашей семье. А так, все достаточно неплохо. Я думаю, что я задела все, да, сферы жизни. Вот. Спасибо за то, что были со мной. Спасибо за лайки, комментарии, подписки. Это очень помогает. За отзывы, за критику, если будет такая. И если вы напишите пару слов о том, каков же был ваш месяц, я вам буду очень благодарна. Спасибо, всего хорошего. До свидания.